На канале БСТ время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. 305 погибших, свыше 15 тысяч заболевших. Коронавирус из Китая попал в Россию. Они будут обследованы вообще на всю линейку вирусных инфекций. Границы закрыты, повышенный контроль в аэропортах, режим дезинфекции на продуктовых рынках и ресторанах. Роспотребнадзор призывает отказаться от интернет-покупок из Поднебесной. Дорога в новую жизнь. Проект уникальный, как уже говорили коллеги. У нас два уникальных сооружения – это тоннель и мост. Спустя 13 лет запущено строительство восточного выезда из столицы. В Уфе появится тоннель, мост с эстакадой и дорога, соединяющие трассы М7 и М5. Проект, как ожидают власти, окажет влияние на развитие Зауфимья. Екатерина Тимиряева знает, когда пустят движение под землей. Жилье конструкторы из гнилых досок и плесневеющих стен. Когда нам дали ключи от квартиры, мы зашли сюда, и у нас уже были вот эти ямки. Технологии эксперимент. Кто его ставит на переселенцах? Однозначно, эти дома не стоят тех денег, которые были вложены в них. И почему в деле фигурирует имя скандально известного главы сельсовета Андреева, разбиралась Анастасия Чебаева. Дошли до края, и есть ли будущее у честного коровья? Я не знаю, вот вообще, как дальше жить. Почти 1000 работников холдинга «Башмилк» остались без работы. Над молочными заводами нависло банкротство. При поддержке, наверное, регионального фонда мы должны в течение 10 дней этот завод запустить. Тем временем тучи над белым облаком удалось разогнать. Кто снимает сливки с башкирского молока? Жители деревень, особенно женщины, они искали раненых наших кавалеристов и начали их ухаживать, лечить. Реликвия Победы и уникальные тетради с воспоминаниями адъютанта-командира о воинах легендарной Башка в дивизии Ради Хабиров передал в Национальный архив. У нас такие герои, что нам тут рассказывают там Рэмбо, не Рэмбо и так далее. Вот наша Рэмбо, понимаете? А Рэмбо там рядом не ходил. Спустя 75 лет рассекреченные документы времен Великой Отечественной, тайны, что хранились под грифом в репортаже Артура Шамсудинова. На этой неделе спустя 13 лет ожидания возобновилось строительство восточного выезда из Уфы. Проект общей стоимостью 40 миллиардов рублей. В эту сумму входят сама стройка и выплаты тем, чьи дома придется снести. На их месте построят долгожданную дорогу, а в Зауфимье вырастут новые высотки, будут строить новое жилье. Это крупнейший инфраструктурный проект не только в Башкортостане, но и в масштабах всей страны. Не исключено, что первые лица государства прибудут в Уфу, чтобы ознакомиться с объектом. Надо отметить, что судьба восточного выезда – это череда преодолений. Строительство стартовало еще в 1992-м, затем было заморожено. Долгие годы республика закапывала миллионы в тоннель, в конце которого, казалось, света уже не будет. Екатерина Тимиряева о том, почему проект можно по праву считать точкой отсчета новой страницы истории республики. Баня, дом, беседка и 7 соток земли в садовом товариществе «Механизатор». Все это у семьи Зинченко уже выкупили за 3,5 миллиона рублей. Все дело в том, что по территории участка как раз будет проходить часть восточного выезда Уфы. Супруги и их 2 детей называют себя счастливыми людьми и воспринимают вынужденный переезд как возможность начать все заново. Нормальными мыслями будем уезжать, все хорошо. Построим новый дом, рядом с дорогой будем жить. Какой следующий дом планы хотите? Ну, следующий будем строить кирпичный, конечно, чуть-чуть побольше, чем этот. И земли побольше получилось у нас, спасибо нашему правительству. Питомник с элитными породами собак – бизнес для семьи Багаудиновых. Когда они узнали, что придется переезжать в новое место, их участок тоже попадает под восточный выезд, расстроились, боялись, что питомник придется закрывать. Но теперь страхи позади, а с Нового года чемоданное настроение. Полученных денег хватило на покупку земли. Питомник будет в новом месте. В этом доме мы живем 3 года. На данном участке у нас зарегистрирован питомник, поэтому, когда мы узнали в 2018 году, в октябре месяце, что будет снос нашего дома, нам было сложновато с этим домом расставаться, так как нас знают многие владельцы наших собак. Решили купить участок и строиться, также новый дом построить для своей семьи и наших собак.
Всего государство планирует выкупить 140 земельных участков. Половина уже в собственности новых хозяев. И как закончатся работы, изменится целый район Зауфимья. Восточный выезд соединит две федеральные трассы М5 и М7. Стоимость проекта, по данным регионального госкомтранса, свыше 40 миллиардов рублей. Построят 10 километров скоростной четырехполосной трассы. Мост с эстакадой через реку Уфу протяженностью 2 километра 700 метров. 2 отсека подземного тоннеля по 2 полосы в каждом. Завершение планируется к 2023 году. Само строительство восточного выезда началось в далеком 1992 году. В 2007 его приостановили, но за все эти годы завершить его не удалось. Ежегодное содержание обходилось в 300 миллионов рублей. Строители не видят сложности, но признаются, привыкают к климату. Технически это не очень сложно, потому что это довольно знакомая для нас работа. Как я вам сказал, глава республики, мы строили больше, чем 100 километров тоннелей везде в мире. Мы работаем больше, чем 20 стран в Африке, в Азии, в Европе. И мы очень похожие туннели строили в Ираке недавно. В Турции тоже очень много туннелей строили. Так что часть туннеля и мост – это не очень сложно. А дорожная часть вообще очень простой. Здесь самая главная сложность для нас, как туристская компания, климат. Как вы видите, очень много снега. Проект уникальный, как уже говорили коллеги. У нас два уникальных сооружения – это тоннель и мост. Мост, поскольку длина пролетов составляет более 120 метров, 126, если быть точнее, да, один из пролетов моста. Ну а тоннель по глубине залегания, максимальная глубина его около 60 метров. Главная установка перед началом работ от самого руководителя Башкортостана. Ради Хабиров подчеркивает, это должна быть крайняя попытка, которая должна завершиться с запуском объекта. Генеральный подрядчик, турецкая компания «Лимак», уже начала подготовку к реализации проекта. Ради Хабиров дает понять, что у властей этот объект на особом контроле. Вот сюда приедем весной по вашему плану. Что здесь уже будет? Здесь будет сооружаться площадка мостовиков внизу. Будет выполнены подъездные дороги для подвоза техники и материалов для сооружения буронабивных столбов. Ради Хабиров также подчеркнул, что большинство рабочих – местные жители. По мнению руководителя региона, «Восточный выезд» – это масштабный проект энтузиастов. Понятно, какой-то инженерный состав, потому что здесь есть довольно специфические виды работ. И мост, вы слышали, сам по себе уникальный. Не только сам тоннель, и мост уникальный, с очень широким пролетом, для того, чтобы Уфимка была судоходной. А секрет, не то что секрет, мы же для себя приняли решение. Мы сейчас Уфимку будем рассматривать не просто как река, по которой водичка течет, но как для нас судоходный проект. И мы сейчас ведем переговоры с Росморечфлотом об углублении Уфимки, чтобы мы с Уфимки могли до Павловки доходить. Поэтому это все, один проект увязывается на другой. И поэтому этот объект такой высокотехнологичный, высоконаучный, я бы сказал. Проект, как ожидают власти, окажет влияние на развитие Зауфимья. Предполагаемый объем строительства жилья здесь около 2,5 миллионов квадратных метров. Поэтому можно сказать, что Восточный выезд – это не просто автомобильная дорога, но и дорога в новую жизнь. Екатерина Тимиряева, Артур Елаев, Роберт Давлетбердин и Родион Матвеев. Итоги недели. Количество заболевших коронавирусом уже приближается к отметке 15 тысяч. Среди них 2 человека в России. Это жители Забайкальского края и Тюменской области. Инфекция стирает границы. Накануне был зафиксирован первый случай смерти от данной болезни за пределами Китая. На Филиппинах скончался мужчина, который приехал из Уханя. К счастью, в республике подхвативших заразу на данный момент нет. Хотя были таковые подозрения в отношении 5 туристов, прибывших из Азии. Рейсы в Поднебесную приостановлены. Роспотребнадзор призывает даже отказаться от интернет-закупок на китайских сайтах. Как обезопасить себя от заграничной инфекции, в материале Динары Таймасхановой. Кадры из фантастических фильмов про вирусы на сегодняшний день реальность китайских провинций. Лежащие без сознания посреди улицы люди уже никого не удивляют, а герметичные костюмы медработников напоминают химическую войну. Положением дел в городе Сямынь поделилась уфимка Эмма Гумерова. Девушка долгое время работает в Поднебесной. Сегодня вернулась с отдыха на Филиппинах. Город-призрак просто. Улочки, которые вечно наполнены шумом, гамом, здесь непрекращающийся ор, продавцы уличной еды кричат, ездят байки во все стороны. И вот посмотрите, что творится сейчас.
Кстати, первый случай смерти от коронавируса за пределами КНР зафиксирован как раз на Филиппинах. Диагнозы подтвердились и у двоих жителей Забайкальского края и Тюменской области. Прием туристических групп из Китая в Россию приостановлен пока до конца февраля. В свою очередь, власти Поднебесной ограничили отправку людей за рубеж, чтобы не допустить распространения вируса. Все туристы смогут перенести свои средства, если они будут согласны перебронироваться на Турцию, допустим, с вылетом из Уфы. Если туристы хотят отказаться и вернуть деньги, то мы будем возвращать из своих собственных средств. Полную стоимость? Полную стоимость. Специалисты Роспотребнадзора советуют воздержаться даже от покупок на китайских сайтах, но уточняют, на данный момент случаев передачи инфекции через посылки не наблюдалось. Почтовая служба работает в обычном режиме. На текущий момент соответствующих распоряжений в адрес почтового оператора не поступало. Существенных изменений в динамике входящего объема международных посылок в филиале также не зафиксировано. С подозрением на коронавирус в Уфе были госпитализированы 5 человек. Они недавно прилетели из Саньи. К счастью, наличие инфекции у них не подтвердилось. В скором времени в Башкортостан вернутся около 700 туристов из Поднебесной. Семья Кожевых больше года живет в городе Хэфэй. Он находится в 300 километрах от Ухани, откуда и распространился вирус. Их провинцию тоже могут закрыть. По мерам профилактики сейчас у нас в жилищном доме опрыскивают коридоры, дезинфицируют лифт. В жилищные комплексы не пускают посторонних людей. Практически все магазины закрыты. У нас на районе работает только один супермаркет, и на входе обязательно вам смеряют температуру. Некоторые магазины обслуживают из-под закрытой двери. В торговых точках творится хаос. Люди пытаются затариться продуктами питания на несколько дней вперед, чтобы лишний раз не выходить из дома. По поводу продуктов, мои рекомендации – это употреблять после тщательной термической обработки. А бананы перед употреблением их можно просто-напросто помыть, потому что шкурку бананов никто не ест. Вирусы могут быть только на ней. Тем временем китайцы не теряют чувства юмора и снимают вайны о том, как спасаются от коварного вируса. Количество зараженных на сегодня достигло 14,5 тысяч человек. Погибло от вируса 305. Болезнь начинается болями в горле, кашлем, насморком и высокой температурой. В России ввели усиленный контроль на границе. Сотрудники Роспотребнадзора дежурят в аэропортах и не выпускают из рук тепловизор. Пассажиров проверяют еще на борту. Главный санитарный врач Анна Попова подписала постановление организовать усиленный дезинфекционный режим также в общепите и местах продажи продуктов. Динара Таймасханова. Итоги недели. Национальный архив рассекретил очередные документы времен Великой Отечественной войны, в которых рассказывается о жизни легендарной башкирской кавалерийской дивизии. Бытовые моменты, то, как обеспечивали продовольствием солдаты и какие районы не выполняли госплан. Это настоящий клондайк для историка. И сегодня Ради Хабиров пополнил хранилище архива новыми уникальными документами, воспоминаниями жителей Донбасса об участниках Башкав-дивизии. Живые невыдуманные эпизоды о генерале Шаймуратове, которого мы прежде не видели в таком ракурсе. О рассекреченных страницах истории в этот день воинской славы расскажет Артур Шамсудинов. Бесценный для нас источник информации. Я вам честно скажу, что вот я жду, когда мне уже часть дали, я хочу спокойно сесть и вот каждый внимательно вычислить, что это за человек. Мы еще до конца, и его величие до конца не понимаем. Вот, нам это поможет. Не просто понять, но и погрузиться в последние дни жизни легендарного комдива. Записки очевидцев позволяют увидеть генерала Шаймуратова глазами тех, кто воевал с ним бок о бок. Порой всего небольшой фразы достаточно, чтобы нарисовать в воображении целую картину. Вот, например, воспоминания ветерана 7-го гвардейского кавалерийского корпуса. Место действия — деревня Чернухина Луганской области. Дата — 18 февраля 43-го, то есть за 5 дней до гибели генерал-майора. В довольно большом подвале была установлена радиостанция. Много полевых телефонов, у каждого из которых с привязанной трубкой к голове сидел телефонист. На стульях сидели командир корпуса гвардии генерал-майор Борисов, его заместитель по строевой части гвардии генерал-майор Дудко, командир 16-й гвардейской кавалерийской дивизии гвардии генерал-майор, почему-то без знаков различия, Шаймуратов. Это эпизод накануне последней операции генерала. Воинские соединения должны были занять 2 железнодорожные станции. Успешные действия башкирских кавалеристов практически парализовали тыл противника. При этом сами солдаты оказались в окружении, при выходе из которого 23 февраля Минигали Шаймуратов погиб.
с саблей в руке в неравной схватке с фашистами. Если мы не будем знать свою историю и не будем хранить память о них, мы как просто люди перестанем существовать, как общество, как нация, как башкортостанцы перестанем существовать. Конечно, это первое. Второе, вы знаете, у нас такие герои, что нам тут рассказывают там Рэмбо, не Рэмбо и так далее. Вот наша Рэмбо, понимаете? А Рэмбо там рядом не ходил. Мемуары бойцов передали радио Хабирову в мае прошлого года во время посещения им Луганском. Дневники сберегла дочь одного из шеймуратовцев. После они хранились у донских казаков. В пользование Национального архива республики глава Башкортостана передал их только сейчас не просто так. В честь дня разгрома советской армии фашистских войск в Сталинградской битве. Жители деревень, особенно женщины, они искали раненых наших кавалеристов и начали их ухаживать, лечить, кормить и так далее. И таким образом многие жители Петровска таким образом оказали большую помощь в выздоровлении наших бойцов-кавалеристов. У героев, как известно, нет национальности. На братской могиле под Луганском, где захоронен генерал Шеймуратов и бойцы дивизии, установлен памятник. И спустя столько лет местные жители очень бережно и трепетно ухаживают за ним. Периодически находят свидетельства кровопролитной войны. Например, подковы лошадей, на которых башкирские воины наступали на врага. 13 ноября в Башкортостане объявлен днем 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Соответствующие изменения в закон о памятных датах на неделе внесли депутаты Госсобрания. А в Уфе появится и место, посвященное легендарному комдиву. Советскую площадь в скором времени украсит именной сквер, в котором поставят памятник Минигали Шеймуратову на всенародно собранные средства. Сотрудники архива впервые показали радио Хабирова документы, которые 75 лет хранились под грифом «секретно». То, что напечатано на пожелтевших страницах, прежде могли читать только по спецразрешениям, а теперь все желающие. Записи проливают свет на бытовую сторону жизни воинских соединений. Например, можно узнать, какие районы плохо снабжали солдат продовольствием. Это Баймакский, Белокотайский и Зианчуринский, а какие наоборот. Наиболее хорошо сдают районы – Кугарчинский, Белебеевский и Белорецкий. Они должны обеспечить дивизии всем необходимым. Но благодаря тому, что некоторые руководители не поняли значение этого мероприятия, воинские части поставлены в затруднительное положение. Или узнать, почему в числе стратегически важных задач было откомандировать обратно в республику рядового Павла Дахтурова. Военнослужащий Дахтуров Павел Павлович до его мобилизации в феврале 1942 года работал в Башкирской АССР по планировке города Стерлитамака, связанной со срочным строительством предприятий оборонной промышленности, и являлся в Башкирии единственным специалистом-планировщиком-транспортником. Общее количество материалов Национального архива республики насчитывает свыше 2,5 миллионов документов. Сюда они попадают на вечное хранение, пока не истлеет бумага. Новые дневники и рассекреченные данные, как уверяют сотрудники, настоящий подарок для всех тех, кто хочет глубже погрузиться в прошлое. Ведь, как говорят сами хранители, историю можно неправильно истолковать, а вот переписать невозможно. Артур Шамсудин, Фартурханов и Виктор Миренков. Итоги недели. Новое аварийное жилье. Термин, который в последнее время входит в обиход, сообщает Общероссийский народный фронт. Это новостройки, в которые переселяют жильцов старых домов. В деревне Подымалово Уфимского района 7 таких зданий. Это частные дома на 2 квартиры. Переселенцам обещали теплое и уютное жилье, на деле же проблем едва ли не больше, чем в их бывших бараках. Здания были построены по экспериментальной технологии, но эксперимент, видимо, провалился. А люди не захотели быть лабораторными мышами. Молчать не стали. В истории разбиралась Анастасия Чебаева. Здесь жила семья, муж, жена и ребенок лет 7-8. Вот в этом месте где-то ребенок провалился под пол. Провалиться под землю они теперь желают тем, кто строил эти дома. 7 зданий по 2 квартиры должны были стать комфортной альтернативой аварийному жилью. Но счастливыми новоселами жители деревни Подымалово так и не смогли себя почувствовать. Когда нам дали ключи от квартиры, мы зашли сюда, и у нас уже были вот эти ямки. Вот, видимо, дом расходится, щели же видно прекрасно. Насквозь. Когда ветреная погода, здесь даже линолеум поднимается пузырем. Получается, они вырезали больше, чем окно, и потом уже заделали. Даже не могли нормально сделать с этой. Что, им не хватило, что ли, материала, они дополнили пенопласт или что там? Эти кадры были сделаны еще летом. Им не впервой проводить подобные экскурсии. В роли гостей все чаще журналисты. Новые дома со старыми болячками они получили в 2015-м. До этого около года здания пустовали. По собственным квартирам было страшно передвигаться, рассказывают жильцы. Земля уходила
выводила из-под ног в прямом смысле. Но если летом в новостройках еще можно было находиться, то зимой хотелось бежать. Дома не газифицированы, отопление за счет электрических конвекторов. Но тепло, говорят жильцы, в зданиях не задерживается. В итоге комиссия признала недочеты. Был назначен гарантийный ремонт. Стена висит, она получается. У меня ощущение, что там был от лаги до лаги. От лаги до лаги она висит. На чем? Во многих домах пришлось полностью менять полы. Доски сгнили, а под ними обнаружили жильцов, видимо, цокольных этажей. Здания стоят на сваях, так что под домами прекрасно расположились муравейники. Некоторые дома до сих пор пустуют. Те, у кого есть возможность, предпочли скитаться по съемным квартирам или жить у родственников. Но есть и те, кому идти было некуда, даже во время ремонта. С августа по декабрь жили вот в таких вот вагончиках. Ни туалета, ни ванны, естественно, не было. А когда ударили морозы, стены покрывались инеем. Ну, после ремонта здесь, я не знаю, просто как будто поиздевались еще раз над нами и все. До начала ремонта жильцы всех домов собрали деньги, оплатили независимую экспертизу одного здания. То же самое сделали уже после окончания работ. Что в первый, что во второй раз результат неутешительный. Стены признаны ограниченно работоспособными. Тот же самый диагноз специалисты поставили перекрытием и другим конструкциям. Вердикт. В зданиях многочисленные несоответствия строительным нормам и правилам. Полы также холодные, конвекторы также сжигают воздух. В месяц выходит, если холодные, прям вот морозы, ветреные, то 10, от 8 до 10 тысяч. И у всех так. Легче можно снимать квартиру, это только за свет. Сейчас к проблеме аварийных переселенцев подключился Общероссийский народный фронт. Активисты уже обратились в прокуратуру. Однозначно, эти дома не стоят тех денег, которые были вложены в них. Мы проводили мониторинг и видели, что, например, в Чесноковке или в Уфе за эти же деньги построены нормальные дома. Не продумано все, начиная от жилых комнат на втором этаже, на крыше, кончая вопросами, связанными с канализацией, с электричеством. Мы видим такой пример нового аварийного жилья, когда людей из одного аварийного жилья переселили в другое аварийное жилье. Подымалово здания были построены по экспериментальной системе «Термохольц». Стены и покрытия изготавливают на заводе, а уже готовые модули собирают на месте. Своего рода конструктор. Дешево, сердито, быстро. Проблемы, скорее всего, начались еще на этапе изготовления панелей. В Фонде развития жилищного строительства республики признают, технология не идеальна. Это сборные дома, не капитальное строительство. Такие модули выигрывают во времени на этапе возведения, а проигрывают в долговечности. Сделано все по проекту. Наверное, у проекта есть какие-то слабые места. После обследования домов было проведено плановое вскрытие строительных конструкций заводского изготовления, которые пришли на объект. Там имело место недостаточно, не везде утеплитель, скажем так, был идеально уложен как в стеновых покрытиях, так и в половых плитах. Дома, говорят, в Фонде развития жилищного строительства продолжат дорабатывать до тех пор, пока они не устроят жильцов. Но вопрос у людей есть и к тем, кто принимал здания, а это администрация Уфимского района и сельсовета. Но многие ответственные лица уже не работают, в том числе и бывший глава Дмитриевского сельсовета Михаил Андреев, который прославился после махинации жильем вместе с экс-полицейским. Он незаконно вывел из муниципальной собственности 23 гектара дорогостоящей земли в пригороде Уфы. Сейчас в производстве Следственного комитета находится уголовное дело уже касательно этих домов. Возбужденная по статье «Халатность» по сообщению средств массовой информации о предоставлении администрации одного из сельских поселений Уфимского района нескольким семьям жилья, непригодного для проживания, взамен аварийного. В настоящее время следователями осмотрены все предоставленные помещения, назначены строительно-технические экспертизы с целью проверки их на пригодность проживания. Допрашиваются переселенные лица, а также работники администрации сельсовета и района. Изначально туда отказывались даже заезжать. Готовы были жить в своих старых домах, говорят жильцы. Пытались судиться. И далеко не из благородства или жалости их так хотели переселить из бараков, считают подымаловцы. Нас признали неожиданно резко аварийными, когда мы стали оформлять земельный участок. Там был земельный участок хороший, большой. Мы, получается, выкупили места из-под сараев. Когда очистили землю от 20-летней давности свалки. Мы просили помощи, когда они были на самом деле аварийными. Мы ездили в сельсовет, писали заявление. Они сказали, что у нас нет средств, чтобы вам помочь. Делайте все за свой счет. Они и сделали, набрали кредитов, провели ремонт, прожили, правда, там недолго. Мафет уже снесен техникой, домов больше нет. Есть ключи от новых квартир, в которых и жить-то не хочется, говорят переселенцы. Вместе с ними, кстати, вручали еще и такие вот открытки. Поздравления, в которых теперь выглядят как насмешка. Пусть будет в новом доме вам всегда тепло.
Анастасия Чебаева, Роберт Влетбердин, Азат Ишбулатов. Итоги недели. А теперь о других событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой. В Мелеузе на газовой заправке взорвался автомобиль. На видео с камеры видеонаблюдения видно, как автомобиль Renault Logan подъехал к колонке с метаном. Водитель вставил пистолет и пошел к кассе. В этот момент газовый баллон в багажнике машины по неизвестной причине сдетонировал. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, а вот автомобиль восстановлению уже не подлежит. Следственный комитет начал проверку по сообщению о ненадлежащем оказании услуг в Иглинской больнице. Поводом послужили появившиеся в интернете видеозапись. На ее кадрах видно, как один из больных лежит на матрасе, на полу, а другой пациент без ног передвигается ползком по коридорам. Следователи опрашивают пациентов, руководство и работников медучреждения. Параллельно свою проверку начал и региональный Минздрав. Между тем, в защите нуждаются и сами врачи. Сразу 2 случая нападения на медиков было зафиксировано на неделе. В деревне Абзаково была избита бригада скорой помощи. На фельдшеров набросилась женщина, которая наносила удары деревянным стулом. А вот в Нефтекамске беременную женщину-врача избили прямо в рабочем кабинете. Министр здравоохранения республики Максим Забелин на своей странице в Инстаграме сообщил, что, по его данным, это был один из родственников ребенка, которому требовалась помощь. Он также добавил, что во время нападения медик потерял сознание, и теперь возникла угроза жизни ее ребенка. Уфе присвоили почетное международное звание «Город трудовой доблести и славы». Такое решение принял Президиум Межгосударственного союза городов-героев. Столица Башкортостана получила его за выдающиеся заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный уфимцами в борьбе с фашистскими захватчиками. Звание присвоено в ознаменовании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. 20 мая на дорогах республики будут работать порядка 1000 камер фото-видеофиксации. В управлении ГИБДД подвели итоги работы ведомства за 2019 год. Главный госавтоинспектор Динар Гельмудинов отметил, что там, где есть камеры, смертность снижается. Кстати, теперь автолюбителям, не пропускающим пешеходов, также будут приходить письма счастья. В Уфе на нерегулируемых пешеходных переходах уже начали работу 32 камеры. Пока регион занимает 4-е место в стране по количеству погибших – 469 человек, в том числе 23 ребенка. В Уфе была поймана рысь. Дикая кошка разгуливала по улице Зорги. Лесного хищника заметили прохожие. На место выехали сотрудники МЧС и специалисты Минэкологии региона. Рысь поймали при помощи сетки. В город животное могло попасть из близлежащего лесного массива со стороны реки Белой, вероятно, в поисках еды. А вот выпустили хищника в естественную среду в Иглинском районе, так что встретиться она может уже там. Ну и к новостям социальным. С прилавков магазинов исчезли популярные молочные бренды Башкортостана. Жители республики не могут купить молоко «Белое облако» или кефир «Край-Курая». И если тучи над облаками разогнали, и Мейкинский молзавод запустится в ближайшие дни, то вот агрохолдинг «Башмилк» на грани банкротства. Из-за долгов перед банком остановлено производство на Дюртюлинском и Чекмагушевском заводах. Более 1000 человек без работы сидят дома. По утрам ездили по 6 машин, возили молоко. Ворота закрыты, молока здесь больше нет, как и нет обещанной зарплаты. Ее сотрудники комбината в Дюртюлях ждут уже полгода. Владимир Исламов – водитель с 13-летним стажем. Когда в августе 2019-го перестали платить, уволился. Компания должна мужчине более 100 000 рублей. Ну, конечно, тяжело, очень тяжело. Кредиты, дети, им помогать надо, внукам. Я не знаю, вот вообще, как дальше жить. Честно говоря. Работы нету. И в таком подвешенном состоянии оказались 174 сотрудника Дюртюлинского комбината молочных продуктов. Общая сумма долга уже превысила 100 миллионов рублей. В надежде вернуть свои деньги люди каждый день собираются у проходной завода. По факту невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело. Производство молочной продукции здесь остановилось в октябре прошлого года. Тогда на предприятии произошел сбой в системе отопления. По словам рабочих, взорвался один из бойлеров. Завод закрылся, но несмотря на это, здесь продолжают работать охранники. 9 человек ведут посменное дежурство. Руководители же предприятия объяснили ситуацию так. Россельхозбанк, с которым сотрудничала компания, не только закрыл кредитный лимит, но и повысил ставки. Из-за этого накопились долги, и производство на завода группы компаний «Башмилк» пришлось приостановить. С прилавков исчезли известные молочные бренды «Край-Курай», «Честное коровье» и «Две коровки». В общей сложности без работы остались около 1000 человек. С Россельхозбанком ведутся переговоры. Поднял ставки и принуждает, чтобы мы отдали все другой компании. Мы это делать не собираемся, не хотим. Но пытаются задать бизнес.
То есть у нас 3 завода. Мы хотим работать. Счастье работать дома. На грани исчезновения оказался и бренд «Белое облако». Предприятие Мекимолзавод приостановило работу из-за нехватки оборотных средств. Под угрозой увольнения оказались 150 человек. С ними встретился Радий Хабиров. 2-3 дня надо, чтобы запуститься и начать работать. Да. Только оборотка нужна. Только оборотка нужна. То давайте так, дайте мне время, я занимаюсь. Вот вы будете сидеть, слушать, что у нас будет проходить, а мы будем взвешивать. А поручение уже сегодня дам на вас. Спасибо. Более детально проблему обсудили уже на инвестчасе в правительстве республики. Для того, чтобы вновь запустить молочное производство, требуется порядка 250 миллионов рублей. Инвестора определили, в ближайшее время он погасит долги, в том числе по зарплате, и завод возобновит выпуск продукции. Шат Габдрашевич, тогда работникам завода сообщите о том, что мы начали процесс по поддержке предприятия, ладно, чтобы они там не волновались. Мы нашли инвестора, местного фермера, который как раз планировал строить новую животноводческую ферму на 30 тонн. Значит, ну и варианты, что кредиторы, в том числе и Промсвязьбанк, идет навстречу. Ну и при поддержке, наверное, регионального фонда мы должны в течение 10 дней этот завод запустить. Если над Белым облаком тучи удалось рассеять, то когда запустят производство на предприятиях группы компаний «Башмилк», пока неизвестно. Сами сотрудники хоть завтра готовы выйти в смену и снять с молока первые сливки. Айгуль Резяпова, Роберт Давлетбердин, Вадим Исламов и Иван Демидов. Итоги недели. Не дождались новоселья. Вместо обещанной школы ученики деревни Тупаково Абзелиловского района продолжают учебу в здании мечети и сельского клуба. Условия для получения знаний далеки от идеала. Количество изучаемых предметов ограничено. Так когда вместо сцены и молельного зала дети будут учить уроки за нормальными партами, и почему почти достроенную школу до сих пор не могут сдать, знает мой коллега Азат Садреев. Списать друг у друга на уроки биологии не получится. В классе всего 2 ученика, остальные лежат дома с температурой. Вместо теплого класса флору и фауну самые стойкие школьники изучают в зрительном зале сельского клуба. Ну, сами видите, в каких условиях занимаются ученики, как они как сидят. За одной партой сидят по трое человек. Но я не вижу никакого эффекта. В этом же зале и кабинет географии. Карту мира изучают на сцене, закрывшись ширмой, чтобы не мешать другим классам. А классов-то в одном зале, классов-то 1, 2, 3 класса сидит. А 3 преподавателя по-разному преподают. Например, русский, тут математика. И каждый ребенок на каждого отвлекается все равно. Некоторых предметов нету. Например, музыкального нету, изобразительного, физкультуры нету. Просто основные идут математика, русский, английский. И то 50%. Младшие школьники учатся в здании мечети, где теплее, чем в клубе, но классы также отделены друг от друга шторкой. Каждое утро по пути за знаниями дети с завистью смотрят на достроенные здания новой школы. Техническому оснащению кабинетов позавидуют даже образовательные учреждения райцентра. Но переезд сюда так и остается пока не сбывшейся мечтой местных школьников и учителей. Загвоздка в разрешительной документации, без которой объект не может быть сдан в эксплуатацию. Ускорить процесс поручил глава Башкортостана. Айбулат Акилович, вы должны были мне доложить, ввели в Абзелиловском районе школу детский сад? На сегодняшний день уже есть акводы, есть заключение Госкомстройнадзора, получили заключение Госпожнадзора, сегодня ожидаем заключения Роспотребнадзора, лицензируется, наша крайняя дата это четверг, среда-четверг, и на этой неделе официальное открытие, в принципе, готовность есть школы. Однако, по словам местных жителей, долгожданного переезда так и не произошло. Представители администрации района назвали другую дату. Вот у нас по земле документы еще не готовы были. Сейчас вот сегодня мы технические паспорта мы получили. По Роспотребнадзору у нас проблема там, что для воды мы еще анализы не готовы были. Анализы на сегодняшний день тоже готовы. Поэтому я думаю, что еще 2 недели мы уже школу точно откроем. Обещанную школу жители деревни Тупаково ждут с 2018 года. Старую снесли из-за аварийного состояния. И хотя чиновники района в очередной раз пообещали им скорый переезд, сельчане поверят в это лишь после того, как их дети наконец сядут за парты в теплых и просторных классах. Азат Садреев, Азат Галиуллин и Азат Ишбулатов. Итоги недели. Уфа, Абзелиловский район. И о новшестве в сфере образования. По аналогии с врачами в России появятся земские учителя, которые получат 1 000 000 рублей за готовность сменить жизнь в мегаполисе на работу в сельской школе. Все подробности у Эмилии Тимашева. Специальный репортаж выйдет в эфир сразу после итогов недели.
С нового года в России стартовал федеральный проект «Земский учитель». Предполагается, что он поможет решить главную проблему в системе образования. Республике не хватает 600 учителей, в ком нуждаются сельские школы больше всего. Остро не хватает учителя информатики, учителя физики. Согласятся ли молодые преподаватели на переезд в деревню ради миллиона рублей? Деревня – это больше для старости, для пенсии. И что думают те учителя, которые уже перебрались из Уфы в глубинку? Все, наверное, думают, что стоит какая-то избушка и надо будет и воду таскать. На что можно потратить бюджетные деньги? Обратная сторона регионального проекта «Сельский педагог». На что подписываются учителя? Да, ты обязан отработать в этой школе 10 лет, но никто тебе не говорит, что ты не можешь пойти в другую школу. Все подробности смотрите в специальном репортаже «Земский учитель» на канале ВСТ. Башкирским пчеловодам больше не нужно чипировать каждый свой улей. Теперь одного чипа на всю пасеку будет достаточно. В этом году медовую отрасль республики ожидают серьезные перемены. Прежде всего обещают запустить долгожданную лабораторию меда стоимостью около 100 миллионов рублей, которая позволит нам, наконец, полноценно экспортировать башкирский мед. Пока уже запустили в работу мобильную лабораторию на колесах, уникальную для России. Все подробности у Юлии Нигматуллиной. Это единственная в России передвижная лаборатория, полностью оборудованная для исследования болезней пчел и качества меда. Ее главное преимущество в том, что в экстренном случае она может выехать в любой район республики и уже в течение нескольких часов поставить диагноз. На предметном стекле у нас находится клещ, возбудитель воротоза. Клещ вароа – один из главных пчелиных убийц. Способен вызвать 100% гибель в улье, если вовремя не начать лечение. Современный стереоскопический микроскоп в мобильной лаборатории позволяет сразу определить тип паразита и так называемый процент заклещеванности ульев. Стереоскопически он нам дает объемное изображение, что позволяет нам отличить его от других клещей, которые могут быть на пчелах. Мы считаем, сколько у него ножек. Именно эта лаборатория выезжала минувшим летом в районы, где было зафиксировано массовое отравление пчел после химобработки рапсовых полей. Тогда исследования на месте позволили исключить вирусную и бактериальную причины гибели. Таких аналогов по исследованию болезни пчел в Российской Федерации нету. Оборудовано всеми необходимыми приборами. Здесь и ИФА, и ПЦР находятся. Это и такие качественные микроскопы, которые дают возможность в кратчайшие сроки исключить инфекционные болезни. В этом году по всей России планируют ужесточить контроль за применением пестицидов и гербицидов в сельском хозяйстве, чтобы не допустить повторения химического терроризма, как его назвали пчеловоды. На законодательном федеральном уровне должны быть какие-то внесены поправки, которые могут регулировать отношения участников этой отрасли, чтобы в будущем такие ситуации не возникали. Еще одно важное нововведение. Теперь пчеловодам не нужно чипировать каждый свой улей. Достаточно одного чипа на всю пасеку в сочетании с ветеринарным паспортом. Это позволит исключить ввоз инфицированных пчел из других регионов. 50 пчелосемей, ульев – это одна пасека. Если в хозяйстве имеется 5 пчелосемей, это тоже одна пасека. Значит, на пасеку только один присваивается уникальный эмиссионный номер вот такого характера. Можно его прикрепить, или вот этот щип здесь имеется внутри электронный, и она вбивается в единой базы данных. И, пожалуй, главное событие, которого ждут пчеловоды в этом году – открытие в Уфе лаборатории международного уровня. Она позволит исследовать башкирский мед по европейским стандартам и экспортировать его. Ранее за границей наш мед сжигали тоннами из-за обнаруженных антибиотиков. Для новой лаборатории в Уфе закупают и устанавливают немецкое и японское оборудование на общую сумму около 100 миллионов рублей. Планируем, как в европейских странах, скрининговые исследования, то есть в течение 3-4 часов мы сможем дать уже, есть наличие антибиотиков в продукции в меде или его нет. Новую лабораторию разделят на так называемую заразную зону для диагностики болезней пчел и зону чистую, как раз для проверки качества меда. На 140 видов антибиотиков, соли, тяжелых металлов, пестициды, гербициды и так далее. При этом здесь не будут исследовать другие продукты, только мед. Это исключит погрешности. Все эти реформы в отрасли, надеются пчеловоды, позволят достойно провести апимондию в следующем году и, наконец, вывести экспорт башкирского меда на достойный уровень. Юлия Нигматуллина, Тимур Каюмов. Итоги недели.
02-02-2020, суеверие или магия чисел. Первое воскресенье февраля знаменовалось свадебным бумом. Выходной не послужил преградой для любящих сердец, так же, как и для работников ЗАГСа Ленинского района. Специально для молодоженов, желающих связать себя узами брака, в зеркальную дату сегодняшний день был объявлен рабочим. Расписаны были каждые полчаса. Кто-то связывал этот день с какими-либо событиями в жизни, кто-то выбирал, потому что красивое сочетание чисел. Думаю, молодожены уверены, что правильно выбранная дата влияет на дальнейшую совместную жизнь. Помимо сегодняшнего дня, свадебные даты забронированы на 20 и 22 февраля. Молодожены связывают цифру 2 с символом пары и двух любящих сердец. Мы не выбирали эту дату. Случайно вообще такое было. Даже не знали. Нам потом сказали. Значит, мы более везучие. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Ну а прямо сейчас специальный репортаж Эмили Тимашева «Земский учитель». Расскажем все подробности, как быстро заработать миллион рублей. До встречи в следующее воскресенье.